41-й год потерь и страха заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первым шел постарше, темно-русый, все при нем и силушка, и стать. А за ним второй, пацан безусый, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать. О пощаде немца умоляя, «На, — твердил он твердо, — расстреляет». «Нет, — она просила, — пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня убейте, но в живых оставьте сыновей». И ответил офицер ей чинно: «Ладно, матка, одного спасает, а другого расстреляем сына. Кто тебе милее? Выбирай». Как в смертельной этой круговерти ей сберечь кого-нибудь суметь? Если первенца спасет от смерти, то последыш обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила. О, не пожелаешь и врагу мук таких! Сынов перекрестила и призналась фрицу: «Не могу!» Ну а он стоял непробиваем, с наслаждением нюхая цветы. «Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты». Старший, виновато улыбаясь, младшего к груди своей прижал: «Брат, спасайся, ну а я останусь». Я пожил, не стоит, я пожил, а ты не начинал. Отозвался младший: «Нет, братишка, ты спасайся. Что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки. Я не жил, не стоит начинать». Тут учтивый немец молвил: «Битте!» Отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: «Расстреляет!» Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. А они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым, беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет. Уж не жить сыночкам, не цвести. «Дура матка, — поучает немец, — одного могла бы хоть спасти». А она, баюкая их тихо, вытирала с губ сыновних кровь. Вот такой, убийственно великой, может быть у матери любовь.